Выбор сделан. Сегодня КФУ по традиции самым первым в стране закрыл приемную кампанию. Ровно в 1 минуту наступивших суток ректор подписал указ о зачислении абитуриентов. Впрочем, сделать ставку еще можно в других высших учебных заведениях. Прием оригиналов документов продлится до конца следующей недели. И у наших выпускников татарстанских школ, шансы довольно высоки. Средние баллы по всем предметам в республике выше, чем общие по стране. Лучше всего сданы английский язык и литература. Результаты подготовки и сдачи профильной математики наибольшей динамики. Выше по стране на 9 баллов и почти на 7 больше, чем в прошлом году. Значит ли это, что конкуренция при поступлении выше, и есть ли шанс у тех выпускников, кто не смог преодолеть минимальный порог при сдаче ЕГЭ на получение аттестата зрелости? Выясняла Татьяна Тимошенко. Казанская сковородка, площадь перед главным зданием Казанского федерального университета прожарена солнцем, и оказаться здесь мечтают тысячи молодых людей. Но самая высокая температура, конечно же, сейчас в приемных комиссиях. Именно там решается, насколько высокой окажется планка по уже заработанным баллам на ЕГЭ для того, чтобы перешагнуть или перепрыгнуть порог выбранного вуза. Прием в вузы в этом году по новым правилам. Абитуриент мог подать заявление, причем в онлайн сразу в 5 учебных заведений по нескольким специальностям. Институт математики, механики имени Лобачевского. Подавали документы в 4 вуза и конкретно в КФУ на несколько направлений, на 5 как раз. Ну, максимальное количество. Надо сделать выбор между вот этими 4. В любой. Там нужно расставить приоритеты, и если вы проходите по баллу на первый приоритет, то все. Если нет, то дальше на второй приоритет. На направление экологии и управление окружающей средой. Самостоятельно выбрали? Может быть, вам специалист подсказал, куда лучше сдать? Самостоятельно. Это мечта детства. Это мечта детства. Мы к этому шли. Мы приехали с республики Мордовия. Она здесь 2 раза приезжала на конференцию. Понравился вуз, и судьба была предопределена, и мы вот здесь. Как шансы справиться? Ну, мы надеемся и уверены, что мы будем студентами. Выпускники школ республики впереди своих ровесников по стране на несколько шагов, вернее баллов. Таковы итоги экзаменационной кампании. Средние баллы по всем предметам в республике выше, чем общие по стране. Максимальные средние баллы учащихся демонстрируют по таким предметам, как английский язык, литература, минимальные по географии, истории, биологии. Результаты единого госэкзамена – это ведь и оценка работы всей системы образования, выстроенной в регионе. Баллы по математике выросли, но результаты по русскому языку 3-й год подряд ползут вниз – с 74 до 67 баллов. Извечное противостояние физиков и лириков. Впрочем, в среднем результат все равно выше среднероссийского. В текущем году удалось стабилизировать ситуацию и не допустить падения процента выбора школьниками предметов естественно-научного цикла. Хотя, уважаемые коллеги, прорывом это назвать пока рановато. Задача развития инженерно-технического образования актуальна и диктует необходимость хорошей подготовки абитуриентов по химии, биологии, физике и информатике. Ряды 100-бальников выросли почти в 2,5 раза. В этом году из 15 тысяч выпускников школ высший балл хотя бы по одному предмету получили 342 бывших школьника. Их принимают в вузах, двери открыты. У меня все руки просто тряслись, когда я смотрела эти результаты. И с каждой соткой как будто это ощущение еще больше и больше прибавлялось. Какое-то волнение, я просто вся тряслась. У меня вообще было какое-то, не знаю... Вообще не могла поверить в то, что я могла такое сделать. Настя Князева из Альметьевска, одна из 2 лидеров по сдаче ЕГЭ, набрала 300 баллов по литературе, русскому языку и английскому. Учиться будет в Санкт-Петербурге. Я планирую стать в идеальном будущем переводчиком в какой-нибудь международной компании, решать какие-то межкультурные споры. Но когда я поняла, что у меня максимум, я поняла, что у меня свобода выбора, и это на самом деле еще сложнее. Заработать пока что самые главные очки в этой гонке удалось ученице 18-й школы в Казани. Полину Романенко сейчас не застать в Москве. Она уже выбирает среди самых престижных вузов, куда пойти учиться. Набрала 400 баллов без 2. 398 по 4 предметам. И таких детей по всей стране лишь 2.
Это мотивация самого ребенка, его цель и эти задачи, которые он решает по достижению этой цели. Ну и, конечно же, это заслуга всего коллектива. Я бы, наверное, не сказала, что это результат одного из учителей. Скорее всего, это система, системная работа. Это та база начальной школы, которая закладывается. Это знания в основной школе, это знания в средней школе, которые передают учителя нашим детям. Это упорство самого ребенка, желание и, конечно же, немаловажная роль – это поддержка родителей. В приемных комиссиях буквально агитация за поступление в конкретные вузы. У меня есть возможность сейчас прорекламировать Институт филологии и межкультурной коммуникации. Поступайте все в Институт филологии и межкультурной коммуникации на направление педагогический язык, педагогическое направление иностранный язык французский. Сейчас на нем не самый большой конкурс, поэтому туда есть шанс даже на бюджет пройти. В приемной кампании этого года самым важным стало оценить свою конкурентоспособность и успеть отдать оригиналы документов до зачисления. Направление социогуманитарного профиля по-прежнему пользуется большим спросом, высоким, но наибольшее количество поданных документов в рамках поступления и заявлений – это Институт вычислительной математики и информационных технологий. Там примерно какой будет проходной балл? Проходной балл в прошлом году был на уровне 250-260. Мы ожидаем повышения проходного балла, потому что качество поступающих абитуриентов в этом году, не сказать, что значительно, но заметно выше. Потому что даже судить по баллам ЕГЭ, которые ребята в этом году получили, математика выросла практически на 7 баллов. При недоборе на бюджетные места вуз вправе объявить второй тур, и это уже дополнительный шанс. Свой шанс и путевку в большую жизнь в сентябре получат и полсотни выпускников школ, не прошедших минимальный порог при сдаче ЕГЭ. Главное, чтобы то, что взрастили учителя, дало свои всходы вовремя, не растеряв потенциал. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, 7 дней.